Реформы узбек-хана изменили обычаи престолонаследия в Орде. Если раньше трон наследовал самый старший член ханского рода, то отныне власть должна была передаваться от отца к сыну. Джанибек был третьим сыном узбек-хана и потому не являлся первоочередным наследником трона ни по старому обычаю, ни по новому закону. Однако из двух старших братьев Джанибека один умер рано, а второй, Тинибек, был замешан в мятеже против отца, потому узбек стал готовить себе в преемники Джанибека. Когда узбек умер, новым ханом по закону стал Тинибек, но Джанибек выступил против брата и сверг его с престола. Большинство ордынской знати поддержало Джанибека. Джанибек продолжил курс узбека по распространению ислама в Орде. Он строил в стране новые мечети и медресе, а также оказывал особое покровительство деятелям мусульманского права и науки. В столице Орды, Сарае, открылись учебные заведения. Благодаря этому дети золотоордынской знати стали массово получать мусульманское образование. Мусульманские обычаи внедрялись и в повседневную жизнь. Например, Джанибек повелел ордынским вельможам одеваться не на монгольский, а на арабский манер, в чалмы и халаты. Джанибек сумел привести к победному концу давнюю войну со старым противником Улуса-Джучи, хулагуитским Ираном. Он овладел Азербайджаном, за который Орда воевала почти 100 лет. Однако во время этого похода Джанибек тяжело заболел. Он поставил своего сына Бердибека управлять завоеванным краем и вернулся с Закавказского фронта в свою столицу на Волге.